Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Ровно 80 лет назад Юрий Левитан зачитал советскому народу это сообщение о начале войны. 1418 мучительных дней и ночей, пропитанных болью, надеждой, героизмом. Война унесла 27 миллионов жизней. Безмятежным летним утром война расколола жизнь пополам, разрушила планы каждого. Они не были готовы к битве, но сражаться пришлось. Об этой неподдельной истории и отваге своих предков знают собравшиеся на мемориальном комплексе «Слава». Дата 22 июня 1941 года навсегда осталась в памяти народа, отметил премьер Ингушетии. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Это была самая кровопролитная и жестокая война, ценой победы в которой стали десятки миллионов человеческих жизней. Она навсегда осталась в памяти народа как великая трагическая веха истории нашей страны. Свидетельство мужества и стойкости советских людей. Сегодня мы скорбим по всем, кто отстоял свободу, независимость нашего народа, не допустил распространения фашистской чумы и по всему миру, кто ценой жизни выполнил свой долг, защищая все суровые годы наше Отечество. Военнослужащие, общественники, горожане, дети, никто не остался в стороне от памятной даты. Каждый из них осознает, какой ценой далась победа и через какие испытания пришлось пройти народу. Собравшиеся почтили погибших минутой молчания. Более 20 тысяч ингушей были призваны в ряды Красной Армии. 6,5 тысяч из них так и не вернулись с полей сражения. Наши земляки воевали практически на всех фронтах Великой Отечественной. История хранит немало имен героев. Мы сегодня знаем, насколько геройски сражались наши отцы и деды на фронтах Великой Отечественной войны. Мы также работаем, по нашей работе мы работаем в этих двух направлениях. Мы выявляем ранее неизвестных защитников нашего Отечества и защитников нашего города, которые защищали наш город. Мы каждый день проводим эту работу. Невозможно забыть и события 17-летней давности, когда в Ингушетии несколько групп боевиков из более 300 человек совершили нападение на правоохранительные структуры региона. Министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин выразил свои соболезнования, отметив, что сотрудники МВД с честью выполнили свой долг и шагнули в бессмертие. Сотрудники ингушской милиции в условиях внезапного нападения, отвечая огнем на огонь, защищая даже голыми руками от вооруженных бандитов, погибали, оставаясь до конца верными присяге. Герои, павшие в Великой Отечественной войне, и наши коллеги, погибшие 22 июня 2004 года, шагнули в бессмертие. Потому что память о них хранится в сердцах их родных и близких, их боевых соратников и молодых поколений борцов за правопорядок. И мы обещаем, что МВД по Республике Ингушетия всегда будет стоять на страже мирной жизни, охраняя покой и безопасность граждан. Душевные раны людей, оставшихся в один миг без своих родных и близких, кровоточат до сих пор. Память о них не забыта, ведь благодаря их подвигу сегодня мы живем под мирным небом. Конечно, никто не должен забывать эти такие даты, когда нас стало меньше. Не то, что это была трагедия нашего народа. Многие остались без мужей, без сыновей, без отцов. Поэтому такие даты надо помнить и не забывать о этих людях. Благодарные потомки возложили цветы к вечному огню, отдав дань памяти погибшим. В завершении мероприятия дети запустили в небо белых голубей как символ мира, добра и стабильного будущего. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.